Это труднейшая тюрьма в Майнкрафт. Я нанял профессионального строителя, чтобы он создал мне самую невероятную, вызывающую и трудную тюрьму, когда-либо существовавшую. Потом отдал все свои деньги и получил тюрьму. И когда я заспавнился, я начал на углу этой гигантской комнаты. Поскольку рядом со мной ничего нет, я решил спрыгнуть вниз. Первым, что я заметил, был Элдер Страж, который был заперт в подводной клетке. Когда я открыл свой инвентарь, я выяснил, что этот страж дает мне усталость добычи 4 навсегда. Это значит, что мы не способны ломать какие-либо блоки, типа стекла или сундуки. А выход из этой тюрьмы через это отверстие 1 на 1. Но у меня нет идей, как я должен попасть внутрь. Так что сейчас наша цель — это найти вещи для того, чтобы мы туда попали. А единственная вещь на этой стороне комнаты — это овца в камере пыток. И еще 2 овцы на другой стороне озера из лавы. А по центру этого озера был липкий поршень. Но у меня нет идей, зачем мне нужны эти овцы. Когда я начал их считать, я выяснил, что их было 3. Так что теперь я точно понимаю, что нужно с ними делать. Если я смогу получить с них всю шерсть, я могу сделать из нее кровать. И смогу поставить кровать в этот проход. Оставить там спаунпоинт и прыгнуть в эту лаву. А когда я зареспаунлюсь, меня телепортирует на новую зону. Так что наша цель — добыть этих овец. Первое, что я сделал, открыл сундук. Но внутри было пусто. Так что надо продолжать осматриваться. А последняя вещь, которую осталось исследовать в этой комнате, это данный странный лавопад. За ним точно что-то должно быть. Так что я начал нажимать на все, что было в нем, пытаясь найти скрытые сундуки и воронки. И после больших страданий я наконец-то нашел редстоун, который был внутри, что на данный момент абсолютно бесполезно. Потому что как одна часть редстоуна должна помочь мне достать до тех овец? А нет, Эврика! Если мы сможем активировать этот поршень, то сможем пропаркурить прямо к овцам и забрать их шерсть. А все, что нужно, чтобы запитать, это одна палка. Чтобы сделать редстоун факел, я начал все осматривать в поисках палки. Так, я искал ее 10 минут, и я уже не способен найти какие-либо палки. Я начинаю терять надежду. Я обыскал абсолютно каждый угол в этой комнате. И я не уверен, что дизайнер тюрьмы мог что-то упустить. Но все-таки мне кажется, что он не клал палку в эту тюрьму. Но пока я болтал, я кое-что заметил. Позади сундука показалось что-то коричневое. И когда я идеально прицелил свою мышку и кликнул, то там оказалась бочка, внутри которой была палка. И это идеально, потому что сейчас наконец-то я смогу скрафтить из пыли редстоуна и палки редстоун факел. И я могу поставить данный факел рядом с поршнем и пропаркурить прямо к овцам. Он назвал овец «ты короткий», но это неправда, я выше среднего. Они зовут меня средний мужик. Но все, что я могу сделать с этими овцами, это убить их. Они это заслужили. За то, что так меня обозвали. И сейчас у нас есть 2 из 3 шерсти, которые нам нужны. И все, что остается, как-нибудь достать эту последнюю овцу. Но это будто нереально. Потому что эту овцу охраняет стекло и сундук. И так как у нас осталось добычи 4, нет способа сломать его. Так что я попытался увидеть что-нибудь скрытое за сундуком, ну типа бочки. И мне удалось кое-что найти. И это воронка. Но внутри ничего. Так что я начал осматриваться в поисках чего-то, что я пропустил. И на углу лавы я нашел скрытую воронку. А внутри было 3 блока дерева. А из 2 шерсти и 3 дерева, все, что осталось, одна последняя шерсть, которая нам нужна, чтобы сделать кровать. Но я не могу найти какого-либо способа добраться до овцы. Так что жмем F5. И когда я нажал на F5, я заметил кое-что супер скрытое. Это кнопка сверху овцы. Но пока мы стоим, мы никак не сможем до нее достать. Но если мы прыгнем на этот блок, нам удастся достать до кнопки. Так что я встал на край блока, газанул, нажал на кнопку. И, кстати, эта кнопка убила овцу и дропнула ее шерсть в сундук. Так что сейчас у нас есть 3 шерсти и 3 доски, которые нам нужны, чтобы скрафтить кровать. Ну а сейчас мы в поисках верстака. До этого я не видел ни одного в этой комнате. А это потому, что единственный верстак был вообще-то с другой стороны комнаты. Но вообще-то мы можем его достать прямо из первой комнаты. Если подкрасться к самому углу комнаты, то у нас получится открыть верстак. И сейчас наконец-то мы делаем кровать. Так что я ставлю ее внутрь следующей комнаты. И кликаю, чтобы сделать точку возрождения. Затем бегу к лаве и прыгаю внутрь. И когда я зареспаунился, я появился в новой комнате. А эта комната выглядит намного сложнее, чем предыдущая. Здесь только одна комната и одна стеклянная стена с нажимной плитой позади стены. До того, как я пойду в комнату, я попытаюсь добыть верстак. Вот блин, я вспомнил, у нас же усталость добычи 4. И даже если мы так далеко от стража, его эффекты действуют, пока мы в тюрьме. Так что я вбежал в эту единственную комнату, которая была здесь. И в этой комнате полы сделаны полностью из стекла, с одним блоком булыжника. И под стеклом одна золотая нажимная плита. Видимо, это лабиринт между этим блоком и золотой нажимной плитой. Но у меня нет идей, что мы должны делать, потому что у нас усталость добычи. Так что я не могу добыть этот блок. Но когда я осматривался в комнате, я заметил, что на углу была воронка, а внутри нее был блейзовый стержень. Но я все еще потерян. Кажется, выход из этой комнаты находится прямо надо мной. А чтобы туда подняться, мне нужно 3 блока. Но все, что у меня есть, это блейзовый стержень. Так что нам нужно как-нибудь найти 3 блока. Но единственный блок, который я могу видеть, это этот блок булыжника. А когда я ударил его, произошло кое-что безумное. Он превратился в чешуйницу. А это потому, что это был не обычный блок булыжника, а это был зараженный блок. А когда ты бьешь зараженный блок, то он становится чешуйницей. Так что я сделал единственную вещь, которую я могу. Это провести данную чешуйницу к золотой нажимной плите. Когда она достала до нее, что-то активировалось. Когда я вбежал в главную комнату, я заметил, что открылась совершенно новая зона. Чешуйница, нажавшая на плиту, открыла эту зону бедрока, внутри которой сундук. Внутри сундука 3 бутылочки с зачарованием. Я как-то не понимаю, зачем они нам нужны.
Нам не нужны 3 бутылки с зачарованием. Нам нужны 3 блока, чтобы забраться сюда. А последнее, что у нас осталось, это стеклянная стена с нажимной плитой внутри. И эти 3 бутылочки с зачарованием. А затем я понял, что нужно делать. Нажимные плиты можно активировать с существами. А когда вы разбиваете бутылочку, она дропает частицы с опытом. А эти частицы вообще-то являются сущностью. Так что если у меня получится кинуть ее сюда, я смогу провести опыт до самого конца к нажимной плите и активировать ее, какой бы она ни была. Так что я бью первую бутылочку с опытом и промахиваюсь. Но когда я сломал вторую, частица наконец-то появилась внутри стекла. Так что я сейчас медленно двигаю ее вдоль стены. До того, как частица не пройдет весь путь до нажимной плиты. И у опыта получилось активировать нажимную плиту. Когда она активировалась, здесь появилось 3 блока грязи прямо на полу. А этих 3 блоков точно достаточно, чтобы вскарабкаться в новую комнату. И из этой комнаты тоже, кажется, нет выхода. Мы на платформе из бедрока. А еще здесь куча лавы. А с другой стороны лавы стенд для варенья. И когда я развернулся, я нашел бочку. А внутри было 3 блока стекла. А если я размещу 3 блока стекла, этого не хватит, чтобы достать до стенда. Так что надо найти другой способ, чтобы туда попасть. А поскольку у нас есть блейзовый стержень, который был ранее, и 3 стекла и стенд для варенья, то мне кажется, что нам нужно сделать баночки. По обоим сторонам комнаты было 3 лавопада. Так что я начал кликать на каждый из них, чтобы найти какие-нибудь скрытые воронки или сундуки позади них. И я нашел воронку с адским наростом внутри. Затем пошел проверять другие стороны. Прокликал абсолютно все лавопады. Но я уже не смог ничего найти. Так что я решил нажать на F5, чтобы найти, есть ли что-нибудь скрытое. И когда я это сделал, я нашел что-то скрытое за этим лавопадом. Но сказать, что это, не могу. Выглядит будто воронка. Но когда я кликаю, она не открывается. Так что мне кажется, это что-то другое. Хотя цвета такие же, как у воронки. Но сейчас к этому нет доступа. Но я продолжил кликать вокруг лавы, пытаясь найти какие-нибудь воронки или сундуки. Когда прокликал, нашел лодку. Используя лодку, мы сможем пропаркурить прямо на ту сторону. И я уже готов поставить лодку на лаву, потому что я смогу прыгнуть на нее и попасть в новую комнату. Но если мы это сделаем, лодка сгорит, и мы больше не сможем ее использовать. Так что у меня появилась идея прыгнуть и поставить лодку в комнате, а затем забраться в нее внутри комнаты. У нас есть только одна попытка. Если не получится, мы умрем. Так что я отступил и побежал. И немного промазал лодкой, но у меня получилось забраться с 2 оставшимися сердцами. И я выжил. А эта комната была полностью пуста, кроме этого стенда зелеварения и просто дерева. И когда я сломал лодку, заметил, что эта часть дерева под этим стендом выглядит немного по-другому. И когда я кликнул, это оказалось верхом бочки. А внутри бочки был шар слизи. Так что вещи, которые сейчас у нас есть. Адский нарост, блейзовый стержень и шар слизи. А используя эти вещи, мы вообще-то можем сделать зелье. Если мы превратим стержень в 2 блейзовых порошка, мы можем использовать шар слизи и блейзовый порошок для создания магмы-крема. Но все еще есть большая проблема. Нужны стеклянные баночки, чтобы сделать какое-либо зелье. И у нас есть стекло, чтобы сделать его. Но у нас нет верстака. И тут я замечаю, что крыша над нами полностью сделана из дерева. А оказывается нет. Когда я кликнул, то крыша вдруг стала дном верстака. Так что я скрафтил мои стеклянные баночки. А затем у нас появилась другая проблема. Нам нужна вода для того, чтобы наполнить наши баночки. И мы здесь, а я не видел ни одной воды во всей этой тюрьме. Давайте подумаем, где может быть вода. Или котел, либо что-то похожее. А, затем я вспомнил о неизвестном сером блоке. Может, этот блок был вообще-то котлом? Так что я отступаю и паркурю обратно в главную зону. Беру стеклянные баночки и кликаюсь туда. А это был котел, полностью наполненный водой. Тогда я снова ломаю лодку и паркурю обратно. И сейчас, используя все вещи, что у нас есть, мы можем сделать зелье сопротивления огню. Я пихаю туда блейзовый порошок и бутылки с водой, затем кладу адский нарост, чтобы изменить бутылку с водой в пустое зелье. А затем я беру свой магма-крем, чтобы сделать из пустого зелья зелье сопротивления огню. Но у меня нет идей, куда мне нужно идти с этим зельем сопротивления огню. Так что я выпиваю его и прыгаю внутрь лавы. И после небольшого хождения по ней, пытаясь найти секретный проход или хотя бы дыру, я наконец-то нашел одну. И это привело меня в абсолютно новую комнату. А в этой комнате есть что-то, чего я не видел ранее вообще. Здесь была кровать, сундук и коридор вместе с водой внутри. А когда я открыл сундук, там была карта. Когда я открыл карту, там было нарисовано, что нужно делать на этой территории. Там говорилось: запомни путь. А также там были знаки старта и финиша. Возможно, мы сейчас на старте, и нам нужно каким-то образом достать до финиша. И когда я забрал карту из сундука, я заметил, что заспавнился незаритовый блок. А когда открыл сундук и засунул обратно карту, то незаритовый блок исчез. Так что, видимо, эта карта — это вообще-то гид, который проведет нас через воду. Но прикол в том, что мы не сможем забрать карту вместе с собой, потому что карта должна быть в этом сундуке, для того, чтобы вообще туда пройти. А эта кровать, видимо, создана для точки возрождения, потому что, видимо, нам придется много умирать. Не буду лгать. Я бросил школу, чтобы создавать видео, и мой мозг и мои воспоминания полностью пропали. Так что я не уверен, как я должен это запомнить. Так что это выглядит как-то Ю, а затем другая Ю, а затем это идет вправо, потом вверх. Да, довольно хорошее объяснение. Так что я кладу карту обратно в сундук, и назаритовый блок пропадает. Затем
прыгаю внутрь под воду и начинаю плыть. Когда я плыву, делаю первый U-поворот, затем проплываю вдоль линии и делаю второй поворот. Но когда я делаю второй U-поворот, это был не тот конец, а мне как бы больше некуда поворачивать. Затем у меня кончился воздух, а нам как бы нужен воздух для того, чтобы жить. А мои сердца продолжают убывать и убывать, а выхода я нигде не могу найти. И после недолгого страдания я задыхаюсь. Но когда я зареспаунился, я понял, что мы были в кровати. До того, как делать это снова, я решаю снова взглянуть на карту. И я понял, что я вообще не туда шел. Когда я плыл, я вообще не представлял, как карта выглядит. Видимо, я просто плыл. Но сейчас я собираюсь использовать мой мозг. Просто сфоткал. Так что я возвращаю карту и со освеженным разумом врываюсь в лабиринт. Проплываю свою первую Ю, затем плыву прямо, сворачиваю направо, затем налево и плыву к выходу. Почему-то получилось намного легче, чем в первый раз. О, интересная комната, потому что это просто пустая коробка. И знак. Сделай это до того, как время выйдет. Начало после открытия первой коробки. А коробки, о которых он говорит, это эти шалкер-коробки. Видимо, здесь 10 коробок шалкеров. Я решаю открыть нижнюю и заметил, что лампы справа от стены начали загораться. До того, как не дошли до верха. А когда это дошло до верха, это меня убило. Это был мой самый большой страх. Эта комната основана на том, чего я не знаю. Навыки. Я просто обычный игрок. У меня нет навыков. Я не смогу. А также это зареспаунило меня прямо в комнате с кроватью. Так что я запрыгиваю обратно в воду. И точно так же, на тех же самых поворотах, возвращаюсь, пока не доплыву до новой комнаты. И боюсь, что я немного не понял, что нам нужно делать. Нам нужно открыть шалкера, затем, когда он толкнется, прыгнуть на него. И, видимо, пропаркурить прямо наверх. До того, как этот таймер достанет до верха. И я надеюсь, что там находится кнопка деактивации. И это не убьет меня. Так что сейчас я встаю между бедроком и ящиком шалкера. Затем прыгаю и нажимаю правую кнопку мыши. Продолжаю делать это и пытаюсь быть наготове, чтобы не промазать. И честно, это не было так сложно. Все, что нужно, это быть наготове. И просто не умереть. Но когда добрался до верха, я начал искать рычаг и нажал на него. И это остановило таймер. И привело нас в эту комнату. И прямо был знак, который говорил, что там есть выход. Это значит, свобода буквально перед нами. Но все, что было здесь, это поршень и блок сена с другой стороны. И когда я сломал этот блок, я понял, что у нас уже нет усталости добычи, что было ранее. Так что сейчас мы можем ломать и ставить блоки. Но чтобы нам построиться и выйти, нужно как минимум 7 блоков. А сейчас все, что у нас есть, это 2. Но если мы добудем верстак, то их будет 3. И когда я добыл верстак, я нашел воронку, внутри которой был тритон. Что не было блоком и не поможет нам забраться. Так что у меня нет идей, для чего он нам пригодится. Кажется, в этой комнате больше ничего нет. Я прокликиваю все, чтобы найти скрытые или другие блоки. Но ничего найти не удается. Хотя под рычагом была воронка. И внутри этой воронки был блок слизи и 4 редстоуна. А эти вещи кажутся какими-то случайными, но на самом деле нет. Если мы используем верстак, мы сможем засунуть туда наше сено и 4 пыли редстоуна, чтобы сделать блок цели. Если мы поставим наш поршень, сломаем знак, поставим блок слизи наверх и поставим блок цели рядом с поршнем и кинем туда трезубец, у нас получится сбежать из тюрьмы. Так что спасибо, перевел и озвучил твой лучший Майнкрафт, подписывайтесь на канал.